продолжение этого вопроса, позвольте, если никто не против. Чем закончилась история? Вы говорили, что вас не пропускали через границу. Уточните вот, как бы детали, чем закончилась эта история, почему не пропускали и почему сейчас пропустили. Момент в чем заключается? Я когда пересекал границу, меня с Донецка не выпускали. Звоню главе Донецка. Нет, Донецкий. Ситуация в чем заключается? Я подъехал на КПП, сказали, что приехал я. Они растолкали все автобусы, ну там обычно пробка большая, они растолкали, чтобы я проехал. Ну, я как бы у них, грубо говоря, единственный с 2014 года остался, поэтому ко мне какое-то там отношение иное. Они растолкали машины, подъехал, дал паспорт, и то даже не выходя с машины, не забрали паспорта. Я вышел со остальными ребятами в свойственной своей манере, как меня учили наши взрослые, поздоровался, сел, разговаривал, и выходит начальник, побледневший, говорит: вас выпускать нельзя. Я говорю: не понял. Он говорит: ну нельзя. Я звоню председателю госбезопасности Донецка. Он говорит: что брат надо? Я говорю: что ему в трубочку таким, уже на тоник у меня, ну, что связь плохая, не выпускают. Он все равно не слышит то, что я кричу ему в трубку, потому что шум, граница, там ветер, степь. Я ему смс-кой, кажется, или уже там где-то отошел, говорю: не выпускают. Он плохо слышит и говорит: что там очередь, сейчас я позвоню, ее растолкают. Я говорю: нет, меня не выпускают. Он: не понял, сейчас, говорит, уточню. Перезванивает, он говорит: да, ты, говорит, сам знаешь, кто. Я говорю: хорошо, звоню главе Донецкой Народной Республики. Я говорю: у вас в республике чуть не порядок, меня не выпускают. Он говорит: сейчас, наверное, военные, не военные. Я говорю: проблема в другом, что 11 моих бойцов прошло, я 12-й. Он говорит: сейчас уточню. Уточнял долго, но перезвонил, сказал, что это не наших рук дело. И я понимаю, что не их рук дело, но я ему объясняю, говорю: Денис Владимирович, хотя у меня 8 лет назад уже было написано о том, что я могу получить гражданство, потому что там как бы еще закон не принят для иностранных граждан на получение гражданства, поэтому только с подписи главы индивидуально выдается гражданство. У меня такая бумага была, но я не получил гражданство, я не шел, не делал паспорт, наверное, для того момента, вот для этого. Вот я не знал, что меня держит, но, наверное, для того, чтобы вот какие-то юридические такие привязки они не смогли сделать. Я не являюсь гражданином Донецкой Народной Республики. И меня остановить, не выпустить из страны не было оснований. Я гражданин Республики Абхазия, гражданин Российской Федерации. Вот если меня не выпускали бы из России или из Абхазии, это было бы понятно. Из Донецка не могут. Нету той нормы, по которой меня не выпускают. Я им объяснил просто: дайте мне бумагу, проблем нету. Он говорит: мы не можем. Но я для себя понимаю ситуацию. У меня на границе не в первый раз проблемы. И я знаю, что всегда виновного назначают. И передо мной, что стоял там парнишка, я понимал, что он не виновен. Потому что я и в России, когда была эта ситуация, судился до тех пор, пока не восстановили лейтенанта, который был не виноват, которого хотели сделать козлом отпущения. Как только они его восстановили в работе, я отошел от судов и перестал даже интересоваться, закончились они у меня, не закончились, я просто от них отошел. И в этот же момент я для себя понял, что смысла нету. Но есть другой момент. Все сегодня мне уверяют, что Аслан Георгиевич не в курсе. Но почему-то через 5 минут был звонок. Через 5 минут после того, как меня не пропускали. Нет, как это в Донецке, как меня не выпускали, был звонок. Это как раз вот только видео пошло, но еще не успели бы его посмотреть. Выложили, звонок пришел, что хочет со мной встретиться в Сочи на 3. Сегодня он это отрицает, я не говорил, но звонок ко мне поступил. Лично от Аслана Георгиевича? Нет, человек звонил мне из его окружения. Предложил мне увидеться через числа 20-го, 8-го или 20-го, не знаю,
Факт в том, что вот увидеться накануне празднования. Я говорю, с такими подлыми поступками мне с ними нечего видеться. И то, что в мой дом залезли, я еще не забыл. И то, что крутили 3 авицбовских невесток, я тоже не забыл. Просто есть Родина для меня в первую очередь. И есть мое личное. На личное я могу наступить, только если вопрос касается Родины. Но я не забыл. Я не рыбка, у меня память не короткая. Я все помню. И поэтому я отказался от этой встречи. И все те звонки, которые сопутствовали, все те, кто рассказывали, и я для себя знал, кто это, как это. Они, не скрывая, говорили, что это 5-я служба. Наверное, многие меня упрекнут, скажут, что так открыто нельзя говорить, ты на себя наводишь. А чего мне бояться или стесняться? Я повторюсь, больше одного раза никто не умирал. Поэтому этих вещей не боюсь и не стесняюсь. Чем завершилось это? Завершилось тем, что я все равно переехал и поехал в Москву. И когда этим ребятам, которые мне закрывали границу и набрали, сказали, вас не смущает, что российские чиновники приезжают к нему в подразделение? Вас не смущает, что скоро будет референдум? Они говорят, какой референдум? Это та служба, которая должна заниматься работой, которая все везде прозевала. Это из-за них сегодня у российской армии трудности, потому что они не работали. И в нашей стране они не работают. Те люди, которые работали и как-то что-то содействовали, их уже в этой службе нету. Сегодня там только лентяи, которые пользуются теми моментами. Я когда пересек границу сюда, в Абхазию, с трудностями, они не погнушались написать смс-ку, ну мы же обещали, что он приедет. А то, что они мне создавали трудности на таможне, создавали в Донецке, я опять выезжал с приключениями. И со мной были мои ребята, они могут это все подтвердить. Нас ехало человек 15, у всех проблем не было, кроме меня. Но они рассказывают, что я приехал, и они мне в этом помогли. Мне в моем приезде, кроме моей наглости, хамства и знания юридических норм, никто не помог.